Здравствуйте, уважаемые участники. Перед вами находится интерактивная доска. У этой интерактивной доски имеются две операционные системы: Microsoft Windows и Android. После завершения загрузки системы по умолчанию открывается следующий системный рабочий стол, который вы видите на экране. На рабочем столе слева и справа расположены боковая панель. В боковой панели находится контекстное меню, где расположены кнопка «Возврат», «Открытие домашней страницы», «Задачи», «Аннотация», «Источники» и «Уведомления». Давайте ознакомимся с каждой кнопкой. Возврат. Если вы используете какую-то открытую программу, над которой вы работаете, кнопка «Возврат» возвращает в предыдущую программу или на рабочий стол. Кнопка «Главная», домашняя страница, возвращает в главное меню также. Кнопка «Задачи», он открывает использованные незакрытые задачи, то есть программы. Давайте на примере мы рассмотрим, открыв несколько задач, чтобы было понятнее. More App. Например, мы откроем Play Market. Вернемся в домашнюю страницу. Вот, вернулись. Дальше откроем задачи. Здесь снова можем найти Play Store, потому что мы его не закрыли. Вернемся, нажмем кнопку «Возврат». Откроем, например, Chrome браузер. Снова в меню выберем задачи. Это уже показывает две задачи, которые открыты были ранее. Чтобы закрыть одну задачу, если не будете использовать его, можно его как на Android телефонах, как на смартфонах его убрать в сторону, тогда он исчезнет. То есть эта программа уже не будет активна. Вот видите, уже мы вернулись в домашнюю страницу, потому что ни одна программа уже не используется. Следующая кнопка в меню «Аннотация». Мы перешли в режим аннотации. Здесь, как видите, несколько кнопок расположены. Кнопка карандаша позволяет вам выбрать размеры кисти, также цвета. Например, мы можем увеличить либо уменьшить. Выберем красный цвет. Попробуем здесь написать цифру 20. В любом случае можете выбрать ластик и стереть то, что вы до этого нарисовали. Далее кнопка вставки изображения. При нажатии можно выбрать изображение, чтобы показать на экране, из локальных дисков или из внешних накопителей.
Например, здесь находится Annotation папка. Мы имеем две ранее сохраненные рисунки. При нажатии «Согласиться» на экране выводится выбранный нами файл рисунка. На уголках рисунка есть кнопки, которые означают перевернуть рисунок, копировать. Видите, еще одна копия появилась, либо удалить. Следующая, последняя кнопка у нас для того, чтобы сохранить, используется. Например, то, что мы уже нарисовали, использовали, уже можно будет сохранить. Соглашаемся. Когда вы закончили работу с аннотацией, можно выйти из режима аннотации, нажав на кнопку красного крестика. Вас просят еще раз сохранить или выйти. Мы вернулись в домашнюю страницу. Давайте продолжим рассматривать контекстное меню. Следующая кнопка у нас в меню – выбор источников. Здесь находятся кнопки разных источников вывода на экран. Например, VGA, HDMI 1, 2, DTV – это канал. Для того, чтобы соединить интерактивную доску к другим оборудованиям, где можно получить вывод экрана через интерактивную доску. Следующая кнопка у нас кнопка уведомлений. Панель уведомлений содержит отображение времени и даты, ярлыки приложения, а также опцию добавить свои приложения и настройку яркости и звука. Рассмотрим функции. Календарь. Панель уведомления открывает календарь. Пользователи могут просматривать время и дату запланированных событий, отмечать и добавлять события. Интеллектуальный замок. Чтобы войти в состояние блокировки экрана. В это время функция касания кнопок и дистанционного управления блокируется. Кнопка энергосбережения. При нажатии этой кнопки система интерактивной доски переходит в режим сна. Кнопка скриншота. Нажав на эту кнопку, можно снять скриншот экрана, как рисунок. Следующая кнопка – это запись экрана. Включает функцию записи экрана на видео. При нажатии этой кнопки появляются дополнительные кнопки Start и End. Следующая кнопка лупа, то есть увеличительное стекло, другими словами. Может быть использован для увеличения выбранной области. Кнопка с символом плюс. Нажав на эту кнопку, можно добавить ярлыки на другие приложения по потребности. Функция AirPlay
Проекция экрана мобильного телефона. Если нажать на эту кнопку, можно войти в интерфейс описания операции. Пользователи могут реализовать функцию передачи экрана мобильного устройства в соответствии с описанием на экране подключений. Далее мы видим регулировку яркости и звука. Регулировка яркости производится с использованием кнопки увеличения-уменьшения влево-право. Вот. Таким же образом можно увеличивать звук, двигая ползунком. Далее мы видим нижний бар. Здесь находится кнопка выключения интерактивной доски. Значок Windows, чтобы перейти на встроенный компьютерный канал напрямую через OPS. И чтобы войти в интерфейс системных настроек, можно нажать на эту кнопку. Справа на верхнем углу находится строка состояния. В основном строка состояния отображает состояние подключения проводной сети, беспроводной сети и визуального доступа, как показано здесь. Если в этих значках видны красные крестики, это означает, что на данный момент состояние неподключенного устройства, а вот посередине вы видите без красного крестика эмблему. Это означает, что беспроводное устройство подключено к интернету. Далее давайте рассмотрим системные настройки. Для этого перейдем в боковой панели, в кнопке уведомлений. В самом низу выберем системные настройки. Системные настройки включают общие, сетевые, временные, интеллектуальные, канальные и системные функции. В общих настройках позволяет настроить звук, яркость системы, изменить заставку и темы системы, изменить имя устройства и просмотреть системное приложение. Заставки бывают динамические и статические, или могут быть добавлены пользователем. Заставки, добавленные пользователем, будут сохранены в статических обоях и могут быть удалены долгим нажатием на заставку. Название устройства. Пользователи могут изменить название устройства в разделе. Например, давайте добавим. Название по умолчанию не будем изменять. На английском добавим букву RT. Соглашаемся. Выходим из меню. Название устройства нужно, чтобы при подключении, беспроводном подключении других устройств, чтобы быть уверенным, что мы именно к этому устройству подключаемся.
Далее рассмотрим управление приложениями. В этом разделе пользователи могут посмотреть поиск установленных приложений в интерактивной доске, использование дискового пространства или ввести некоторые настройки для приложений. Пролистаем. Вот эти все приложения у нас на данной интерактивной доске не установлены. Рассмотрим Whiteboard. Аннотация приложений. И так далее. Также в нижнем углу показывает, сколько места в общем занимает эти приложения в гигабайтах. Расширенное управление. В этом разделе пользователи могут менять темы, открывать или закрывать меню при наведении, включить или выключить системную подсказку. Следующее меню, здесь сеть, настройка сети, проводной, беспроводной, проектирование hotspot и Bluetooth соединений. Но для использования этих функций, для настроек этих функций сети, вам нужно будет обратиться к системным администраторам, так как они обучены в этой сфере и проходили курсы более продвинутые, чтобы настраивать такие сложные настройки. Следующее у нас настройка времени. В интерфейсе настройки времени вы можете настроить системное время, часовой пояс, формат отображения времени. Также по умолчанию включена синхронизация времени по сети. Для того, чтобы отключить синхронизацию времени по сети, вам потребуется его отключить. И тогда система даст возможность выбрать время и дату вручную. Интерфейс интеллектуальных настроек. Здесь можно изменить пароль интеллектуальной блокировки. Можно установить режим ожидания, и таймер и функцию кнопки питания. В интеллектуальной блокировке экрана на пароль для защиты от детей или от случайных изменений. Пароль по умолчанию здесь 2580. Режим ожидания. После установки настройки режима ожидания система предложит настроить функцию режима ожидания, когда наступит установленное время. Вы можете здесь выбрать время, если его сначала включить, 5 минут, 10 минут, 30 минут. Оставим по умолчанию 1 минуту и пока выключим. Многофункциональная кнопка питания. Для непосредственного выключения нужно выбрать кнопку выключения. Кнопка 2 в 1, чтобы открыть меню функций, и пользователи смогут выбрать режим энергосбережения или выключить.
Если выберем 3 в одном, пользователи могут выбрать режим энергосбережения, выключить встроенную систему и открыть или закрыть компьютер. Система выключится автоматически без каких-либо действий в течение 5 секунд. Настройки каналов предназначены для использования обычных каналов для телевидения. Здесь цвета системы, звуки системы, ручной поиск, и автоматический поиск и настройка программ. Они на данный момент не активны, потому что антенна не подключена к интерактивной доске. Системные настройки. Системные настройки включают в себя метод ввода системы, выбор клавиатуры виртуальной, настройка языка системы, только английский есть, возврат к заводским настройкам. Если нажать Restore, все ваши изменения в системе, все файлы, которые находятся в системе, могут исчезнуть. Здесь можете посмотреть системную информацию, версию программного обеспечения, модель системы, оперативная память, насколько используется, также сколько места используется в локальном хранилище. Инструкции. Также обновление системы. Локальное обновление через файл или через сетевое обновление можно обновить версию системы. На домашней странице еще расположено висячее меню в виде круга, которое служит для доступа к часто используемым программам. Чтобы поменять одну из программ, нужно долго нажать на одну программу, которую хотите удалить. И после долгого нажатия появится красный значок. При нажатии его, как видите, программа исчезла. И вместо него появился знак плюс, чтобы добавить другую программу. При нажатии на знак плюс вам предложат установленные программы в интерактивной доске. Например, давайте выберем часы и нажимаем кнопку «Финиш». Вот вместо удаленной программы появились часы. Также вы можете передвинуть удобное место, висячее меню. Меню «Больше приложений». Здесь находятся установленные приложения. Чтобы установить новое приложение, вы можете, как и в других Android-смартфонах, воспользоваться программой Play Store.
А удалить программу можно долгим нажатием на выбранную программу, и когда появится красный знак с крестиком белым, при нажатии вас спросят, действительно ли вы хотите удалить эту программу. Если нажать ОК, то программа удалится. На домашней странице рассмотрим программу File Manager. Он используется для управления файлами и папками. Слева вы видите локальное хранилище, но если у вас еще вы подключите внешнее хранилище, например, флеш-карту, да, он будет виден, появится еще в нижней части от локального хранилища. На верхней панели файл менеджера расположен дисплей классификации. Мы можем здесь рассматривать файлы по отдельности, классифицируя, например, документы. Здесь отображаются только текстовые документы и офисные документы. В Image рисунки. Здесь отображаются только рисунки. В аудио у нас ничего не отображается, так как нет в наличии в системе аудиофайлов. Здесь отображаются видеофайлы, вкладки видео. Также можно выбрать все. Все папки в системе перед вами отображаются. В поле Search, то есть поиск, вы можете искать нужные вам файлы по названию. В нижней части панели файл менеджера расположены кнопки New, новые, то есть создать новую папку. Например, назовем папка и нажмем кнопку ОК. Мы создали новую папку. Multiscale кнопка для того, чтобы выбрать все папки или файлы. Можно выбрать все или по одному для выполнения каких-либо действий. Например, то, что мы создали под названием папку, мы можем скопировать, вырезать, удалить, переименовать, сжать, использовать шифрование или отметить как любимое, да, чтобы иметь быстрый доступ. Также можно менять здесь вид папок. На данный момент используется вид список, но еще рядом расположена кнопка, которая может изменить вид списка папок в большие иконки или маленькие иконки. Выберем маленькие. Вот перед вами они изменились. Если выберем большие иконки, нам будут видны
в виде больших иконок все папки. Это все для удобства. Вернемся в список. Во вкладке More, то есть больше, мы можем видеть здесь про версию программы, также фавориты, то есть любимые папки, отмеченные ранее. Мы вот, если вы заметили, до этого мы отметили папку фавориты, и он здесь указывается в списке, появляется. Это для быстрого доступа, для часто используемых папок. Также Choose Language, можно поменять язык этой программы. И Set Show находится фонд Display. Здесь можно изменить размер шрифта этой программы. Выберем больше. Название папок всех стало больше. Давайте вернемся. Прежние, средние, да? А также можно изменить задний фон. Мы выберем зеленый цвет. Последняя кнопка функции здесь выхода, чтобы выйти из программы файла менеджера. Программа мультискрин, то есть многоэкранная интерактивная поддержка. Используется для отображения экрана мобильного телефона или компьютера на экране интерактивной доски. Но это, так как эта функция является платной, можно бесплатные версии скачать через приложение Play Market. Программа VIP. Здесь вы можете выбрать темы для операционной системы интерактивной доски. Темы можно рассматривать по тематике: медицина, компании, образование. И можно посмотреть темы в режиме просмотра. Если еще раз кликнуть, откроется тема в полном экране. И также вы можете написать свой текст в теме. Далее, если сохранить тему, при нажатии на «Сохранить темы» у вас программа запросит название сохраняемого файла.
Среди существующих системных тем мы добавили свою тему с добавленным текстом. Темы, которые мы сами создали, имеют возможность кнопку «Удалить». Выход из программы темы осуществляется с помощью кнопки выхода на верхнем правом углу. Программа Whiteboard, виртуальная доска. Эта программа предназначена для работы с изображениями. Также здесь можно рисовать, писать, сохранять в виде рисунков законченную работу. По умолчанию в этой программе включена функция в режиме карандаша. Можно выбрать толщину линий и цвет. Например, мы выбрали красный цвет и сделали его толще, чем предыдущий. То, что мы написали, всегда можно удалить функцией ластика. Здесь ластик расположен в двух видах. Первое, можно удалять только наведением курсора. А второй вид ластика дает возможность удалить большую площадь, предварительно отметив эту площадь. Потом при отпускании курсора весь текст или рисунок удаляется в этой области. Кнопки в виде стрелок влево и вправо предназначены для отмены действий, выполненных нами, а также для восстановления. Максимум можно проделать 10 шагов восстановления и отмены. Функция выбора, при нажатии которой интерфейс переключается из режима записи в режим выбора, где можно рисовать почерк и форму, а затем выполнять функции перемещения, удаления, копирования и вставки. Мы выделили нужную область нам. Также можно скопировать эту область. Если нажать на кнопку «Удалить», можем удалить. Функция удаления предназначена для удаления выбранного элемента на экране. Можно удалять не только текст, написанный нами, но и, например, рисунки.
Дополнительное меню. Открытие файла. Здесь мы можем открыть ранее сохраненные файлы виртуальной доски, чтобы использовать, продолжить работу. Сохранить файл. Для того, чтобы сохранить текущее содержимое записи и установить время по умолчанию в качестве названия файла. Кроме этого, пользователи могут настроить сохраненное имя и выбрать сохранение во встроенном хранилище или на диске внешнем накопителя. Функция обмена развертки. Для того, чтобы открыть окно QR-кода в случае подключенной сети, и пользователи могут получить с помощью функции сканирования WeChat. WeChat – это программа обмена сообщениями, похожая на WhatsApp или Telegram. Экспорт рисунков. Для экспорта содержимого доски в формате изображения, например, в JPEG. Пользователи могут выбрать встроенное хранилище или внешний диск накопителя для хранения фотографий. Для использования функции отправки через почту нужно будет настроить данные электронной почты. Для настройки этих полей вы можете обратиться к системному администратору своей организации. Добавить материал. Применяется для того, чтобы открыть файл изображения из локального хранилища или из внешнего накопителя. Пользователь может здесь выбрать изображение и вставить его в экран доски. Например, выберем фотография номер 1, то есть под названием 1. Соглашаемся. И мы видим его на экране виртуальной доски. Еще один способ сделать это. Можно использовать камеру, чтобы сделать снимок и вставить изображение в экран доски. Функция «Изменить фон» дает возможность выбрать для вас удобный фон виртуальной доски. Версию программного обеспечения виртуальной доски можем посмотреть через эту функцию, а также здесь расположена кнопка выхода из виртуальной доски. Слева и справа расположены функции переключения в виде стрелок. Они нужны нам, чтобы переключить для удобства
функции добавления страницы и перехода между страницами. Это нужно в основном для того, чтобы было удобно вам, если вы находитесь по левому краю интерактивной доски, вы можете переместить его слева. Если справа находитесь, тогда с правой стороны. И с помощью кнопки плюс можно добавлять страницы. Вот у нас уже 3 страницы видны. И стрелками после завершения между страницами работы с интерактивной доской нажимаем «Выход», и у нас система спросит сохранить или выйти без сохранения. Если хотим сохранить нашу проделанную работу, оставляем имя файла по умолчанию, соглашаемся. Для того, чтобы переключиться между операционными системами, например, с Android на переключиться между операционными системами, например, существует 2 варианта. Первый — это в контекстном меню выбираем оповещение. И здесь мы видим значок Windows. Перед вами операционная система Windows 10. Чтобы вернуться в систему Android, мы можем снова в контекстном меню выбрать домашнюю страницу. А второй вариант можем осуществить через висячее меню. Если сюда добавлена функция OPS, также можем переключиться в систему Windows. Снова можем вернуться через контекстное меню, нажав на кнопку «Домашняя страница».